Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова, и вначале коротко о главном. На страже нашего здоровья. Примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики эти слова уважения, любви и благодарности. Медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. С теми, для кого это не профессия, а призвание, встретился Руслан Батыргариев. В медицине случайных людей нет. Спасибо вам за доброе сердце и чуткость. И еще раз с праздником. Триумф нашей культуры. Тьма египетская! Башкирский государственный театр кукол! Уфа! Копилка артистов Башкортостана пополнилась еще 2 золотыми масками. На самом деле это огромное счастье. Всем огромное спасибо! Памяти народа. Мы еще закрыли одно белое пятно Великой Отечественной войны. Вот это самое главное. Поисковики установили имя военного летчика, разбившегося в 1943 году на границе Башкортостана и Челябинской области. Даниль Байков побывал на месте авиакатастрофы. По словам поисковиков, обломки самолета разлетелись на территории 50 метров. Башкирские инженеры-конструкторы улучшили легендарную Ниву. Расход был 10, становится 7. И превратили российский внедорожник в амфибию. Азат Садреев протестировал новинку. За все время Дуванский Кулибин собрал 4 болтохода, однако именно Аполлон оказался самой удачной моделью. Их призвание – спасать жизни и заботиться о здоровье населения. По традиции, в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах. День медицинского работника был учрежден еще в 1980 году в СССР. В преддверии праздничной даты тружеников сферы здравоохранения поздравил и глава республики. О тех, кто стоит на страже нашего с вами здоровья. Репортаж Руслана Батыргариева. Проходим. Здравствуйте. Когда-то сама была прикреплена к детской поликлинике номер 2, теперь приходит сюда с детьми. Многое поменялось, говорит многодетная мама Альмира Ибатуллина. В помещениях сделали ремонт, обновили оборудование. Но та частичка тепла, которую чувствовала еще в детстве, осталась, говорит женщина. Во многом благодаря таким людям, как Любовь Боровикова. Любовь Ивановну знаю с рождения, можно сказать. Она меня знает с рождения. Меня она вырастила, воспитала, можно сказать. И детишек моих. Она заботливая, чуткая, очень внимательная. Заболеем, начинает звонить. Как Эмилия, как Элина, как Рамазанчик. 1 августа исполнится 30 лет, как Любовь Боровикова трудится участковой медсестрой. А ведь она могла и не пойти в медицину. Еще в 1974-м поступила на специальность технологии швейных изделий, потом работала на фабрике. Попав под сокращение, решила устроиться в кардиоцентр санитаркой. Далее обучение в медколледже и новая страница в жизни, длиною в 3 десятилетия. У нас так и получается, это второй дом. Мы же работаем. И, во-первых, куда бы я ни пошла, меня везде встречают. Меня вся вот эта округа наша все знают, потому что все дома прошли, все дети этой округи или этого района прошли как бы через нашу поликлинику. Вот. Именно на таких людях, как Любовь Боровикова, по-настоящему любящих свою работу, держится наше здравоохранение. В преддверии Дня медицинского работника в Конгресс-холле Таратау состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику людей в белых халатах. В эти праздничные для медиков дни мы хотим вас всех поздравить с Днем медицинского работника. И самое главное, конечно, сказать вам огромные слова благодарности. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо, что вы у нас талантливые, сильные, умные, добрые, милосердные. Поэтому примите, пожалуйста, от имени, наверное, всей нашей республики эти слова уважения, любви и благодарности. Поблагодарил глава республики медиков и за героизм, проявленный во время пандемии. Ковид стал серьезным испытанием, проверкой на прочность системы здравоохранения Башкортостана. Еще немало теплых слов в адрес медицинских работников звучало во время торжественного собрания. В благодарность за труд высокие государственные награды.
Теперь не только заслуженный врач республики, но и России. Более четверти века работа Петра Рабухина связана с оказанием помощи пациентам в самых тяжелых состояниях, когда счет идет на минуты. С 2008 года опытный врач заведует отделением нейрореанимации в РКБ имени Куватова. Как раз это направление вот с 2008 года стало достаточно активно развиваться. И большие вложения в эту отрасль и в это направление вложены, в нейрохирургию и лечение инсультов. И, собственно говоря, поэтому и потребовалось, и возникла необходимость в нас. Собственно говоря, мы занимаемся сейчас этим направлением, стараемся совершенствовать. О совершенствовании системы здравоохранения и развитии высокотехнологичной медицины в своем выступлении говорил и глава республики. Только в прошлом году в Башкортостане построили 6 поликлиник, установили 137 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Ввели новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра. Обновляется и автопарк. В прошлом году закупили 99 санитарных автомобилей, а в день торжественного собрания, посвященного Дню медика, Ради Хабиров вручил ключи еще от 21 машины скорой помощи. Оборудование, да, полное оборудование и комфорт. В кабине комфорт. Все кондиционировано. Но если смотреть предыдущим машинам, она значит как бы более больше. Новые технологии как бы для водителя удобства добавили. Камеры, регистраторы, грубо говоря. По одной машине Сибайской ЦРБ, Республиканской детской клинической больнице и региональному психотерапевтическому центру. Ключи от 2 автомобилей Ради Хабиров вручил главврачу РКБ имени Куватова. Сразу 13 скорых будут находиться на службе в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Я от души передаю, конечно, сегодня особые слова, конечно, благодарности и водителям, и работникам скорой помощи. Очень тяжелая у вас работа, мы это понимаем и очень ценим. Поэтому всех поздравляю с этим праздником и всем желаю, конечно, прежде всего крепкого здоровья. Армия медиков в Башкортостане – это порядка 50 тысяч человек, включая весь персонал лечебных учреждений. Это люди, которые напрямую определяют здоровье нации, нашей республики и ее жителей. Очень важна при этом работа по укреплению кадрового потенциала, подчеркнул глава региона. Готовность прийти на помощь в любую минуту вызывает искреннее восхищение, ведь болезнь не живет по расписанию. Медик – это не просто профессия, а настоящее призвание, и в медицине случайных людей нет. Спасибо вам за доброе сердце и чуткость. И еще раз с праздником. Руслан Батыргареев, Анна Морозова, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. На неделе в Уфе прошел 5-й юбилейный форум «Медиа ЕЕН». Он собрал более 300 руководителей и журналистов государственных и муниципальных СМИ, военкоров, экспертов по информбезопасности и новых медиа. Девиз события «Все для победы». Лозунг, объединяющий всех бойцов, кто трудится в тылу, и журналистов, которые стоят на страже информационного фронта. Сейчас опять еще более сложное время, да? И в это время кто-то сдается, кто-то изменяет своим идеалам, своим представлениям, своим нравственным каким-то императивам, а кто-то тихо, спокойно делает свою работу. И эта армия в 2500 журналистов, редакторов, издателей, вы все делаете тихо, спокойную свою работу. Ради Хабиров поблагодарил военкоров республики отдельно. Они передают, находясь в эпицентре событий. К слову, в республике действует закон о военных корреспондентах. Первый в России документ, закрепляющий статус военкоров и меры господдержки. Журналисты приняли участие в круглых столах на актуальные темы, которые породило время. Среди них мобилизация общества в условиях СВО, воспитание патриотизма, противодействие деструктивной информации среди молодежи. Акулы пера, преданные работе много лет и при любых ситуациях остающиеся верными профессии, удостоились высоких наград. Всегда стремимся уделять внимание каждой детали, чтобы зрители получили полное и правдивое представление о событиях. Люблю свою работу, коллег и свою республику. Всем огромное спасибо. Будь ты на поле, как мы говорим, журналист, или же в офисе, мы все равно выполняем одну задачу. Это достоверная информация, чтобы каждый житель получал ту достоверную информацию из наших печатных изданий, из телевидения и информационных агентств.
В республике появится Центр развития студотрядов, который будет заниматься обучением и трудоустройством школьников и студентов на всех этапах. Ради Хабиров сообщил об этом на Координационном совете по реализации молодежной политики и развитию добровольчества, студотрядов и взаимодействию с движением первых. Какие еще направления отрасли будут развивать, узнала Динара Таймасханова. Я ни с одной группой возрастной или там профессиональной, общественной не встречаюсь столько, сколько вот я встречаюсь с молодежью. Две причины есть. Первая, я от этого сам кайфую, честно скажу. Вот. Ради Хабиров действительно часто проводит встречи с молодежью. Очередная в геномном центре со специалистами, которые работают с подрастающим поколением. К слову, вторую причину своей любви к общению с ними глава республики тоже назвал. Важнейшая обязанность нас, тех, кто постарше, работать с вами, общаться с вами, как вот сейчас было сказано, говорить с вами, разъяснять какие-то вещи, где-то подсказать, где-то плечо подставить, где-то, может быть, вас услышать и поменять что-то самим в нашей работе или в наших действиях. 2 дня в геномном центре проходит обучение для работников отрасли молодежной политики республики, которой в этом году исполнилось 35 лет. Новые вызовы рождают новые решения. Мы прекрасно понимаем, что сегодня наша молодежь находится в информационной среде, которая часто является агрессивной, в которой присутствует очень большое количество недругов, желающих вовлечь нашу молодежь в противоправную деятельность. И первый инструмент и наш первый приоритет – это, конечно же, профилактическая работа. В регионе выстроена целая инфраструктура по работе с подрастающим поколением. Это и волонтеры, студотряды, движения первых. Они не только создают проекты, но и зарождают смыслы, учатся патриотизму. Мы тоже были детьми. К нам приходили такие же ветераны. Также нам рассказывали, также нам давали опыты, советы, как себя повести, как надо жить, как правильно. Патриотизм воспитывали. А также у нас здесь проходят квартирники, чаепития, различные мероприятия. Детям здесь очень нравится, здесь очень уютно, тепло. Участники встречи с главой региона смогли задать свои вопросы, начиная от нехватки помещений для работы до семейных традиций Радия Хабирова. Он очень поздно приходит домой. В выходные всегда он на связи или в отъездах. И сегодня я услышала ответ, что он все равно находит свое время и часто ездит в свой родной край. И маленькие дети всегда в внимании. Глава республики вручил награды лучшим в профессии. Одна из таких – Юлия Садрисламова, директор Дома молодежи города Нефтекамска. Пространство отремонтировали, и теперь новое поколение здесь находит как хобби, так и работу. Наш контингент от 14 до 35 лет. Мы у себя принимаем молодежь, которая хочет танцевать, петь, которая хочет найти себя в сфере молодежной политики, которая хочет работу найти. Центр развития студотрядов, который появится в регионе, будет заниматься обучением и трудоустройством студентов и школьников. Анонсировал глава республики появление звания «Заслуженный работник молодежной политики». А в январе 2027 года откроют двери для первых жильцов долгожданный кампус. На территории уже возвышаются башни и начато благоустройство. Уже выемка грунта идет чисто под уровень. Мы же вот это уберем, да, вот это все? Да. И оно вот так протянуто будет. Это же единый комплекс, да? В прошлом году в Башкортостане учрежден День работников сферы молодежной политики. Наш регион стал первым в стране, в котором стали отмечать этот профессиональный праздник. Чествовать специалистов отрасли будут в следующую субботу, 27 июня, в День молодежи. Динара Таймасханова, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Татарский театр «Нур» и театр кукол стали лауреатами Всероссийской премии «Золотая маска». В столичной воздушной гавани артистов встретили их коллеги и съемочная группа телеканала БСТ. Из дверей аэропорта победители вышли с наградами в руках. «Нур» получил «Золотую маску» в номинации «Драматический театр. Большая форма» за постановку «Гора». Спектакль по произведению уроженца Янаульского района Ильдара Юзеева был создан благодаря поддержке гранта главы республики. «Золотая маска» стала первой в истории театра «Нур». А в номинации «Театр кукол» лучше была признана постановка «Тьма египетская» коллектива из Уфы.
Основой послужило произведение Михаила Булгакова «Записки юного врача». Для Башкирского театра кукол премия именно за постановку также стала первой. За нашими плечами стоял весь наш коллектив. Это было огромнейшее волнение. И когда название нашего театра прозвучало как победитель, вы не представляете, это был, наверное, один из самых запоминающихся и один из самых счастливых моментов нашей жизни. Театр 95 лет на следующий год. И мы, вот, считайте, 95 лет к этой маске вот так вот шли. Вклад каждого, цеха, артисты. Вот все постарались. Там буря эмоций, и волнение было, и радость, счастье, когда нас объявили. Первым наших артистов накануне поздравил глава Башкортостана. Ради Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что это очередной триумф нашей культуры. Ведь «Золотая маска» – высшая театральная премия страны. Руководитель республики также отметил, что в лонг-лист премии вошел спектакль Башдрамтеатра «Не успела сказать люблю». В прошлом же году республика получила 7 золотых масок. Бум на IT-специальности, высокая потребность в учителях и аграриях, рост количества бюджетных мест по программам аспирантуры. Всего в этом году поступить на обучение за счет государства смогут порядка 17,5 тысяч абитуриентов республики. Приемная кампания 2026 стартовала. Подробности у моей коллеги Алиель Тубаевой в программе «Интервью». 20 июня в вузах и колледжах страны стартовала приемная кампания. В этом году для Башкортостана она обещает быть особенной. Почему? Сколько заложили бюджетных мест и на что сделали упор? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в интервью с председателем Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светланой Мустафиной. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, стоит начать с того, что в этом году ЕГЭ сдают свыше 17 тысяч человек. Это больше на 1000, чем в прошлом году. С чем это можно связать? В 2008 году мы наблюдали такой большой рост числа новорожденных детей. Это связано было с президентской программой о поддержке семей, когда выдавали материнский капитал, сертификаты, дополнительные были меры поддержки. И вот 2008 год, сейчас фактически поступают те абитуриенты, которые родились в то время. А сколько в этом году Башкортостан выделил бюджетных мест в вузах? Бюджетные места в вузы выделяет федеральное правительство. И есть республиканские места, то есть делятся на две части. И в этом году в вузе по системе высшего образования и в вузах также есть еще среднее профессиональное образование, СПО, выделено более 17,5 тысяч бюджетных мест. Если вот вы правильно сказали, 17 тысяч абитуриентов, 17,5 бюджетных мест, ну, можно сказать, что практически на каждого абитуриента в СПО он идет или высшее образование, будут выделены дополнительные бюджетные места. Это речь идет в первую очередь о выпускниках 11 класса. Из этого общего количества 14 тысяч бюджетных мест выделено на высшее образование. То есть фактически 75% наших выпускников могут обучаться в вузах Республики Башкортостан на бюджетной основе. Какие наиболее актуальные в этом году направления вы можете отметить? И как их реализуют наши вузы? За вот последние буквально 5 лет вузы кардинально поменяли свои образовательные программы. Большой рост абитуриентов, которые поступают на специальности, связанные с информационными технологиями, с искусственным интеллектом. Это прямо сейчас бум, поскольку это на передовой. Конечно, востребовано обязательно и лечебное дело. Как ни странно, хотя последние годы идет такая тенденция в средствах массовой информации, что не хватает педагогов, но тем не менее педагогические специальности тоже считаются востребованными специальностями, и там тоже имеется конкурс. Отмечу аграрные специальности нашего аграрного университета. Есть ли какие-то новые направления, которых еще не было в нашей республике? Внедряют ли вузы в этом году? За последний год новые направления связаны, конечно же, с искусственным интеллектом. Сейчас студентов
То ли он обучается на журналистику, возможно, он обучается по юриспруденции, либо это химик, физик, инженер. У них у всех стоит дисциплина введения в искусственный интеллект, где их учат не только пользовательским навыкам, например, использование чат-ботов различных, но и умение выстраивать самостоятельно, программировать модули, которые могут настраивать под свой вид профессиональной деятельности. Светлана Анатольевна, для наших абитуриентов и их родителей давайте расскажем, какие изменения коснулись приемной кампании этого года. В этом году подача заявлений практически полностью реализуется через госуслуги, либо нужно прийти лично в приемную кампанию вуза. Тоже внедрено в приемную комиссию одним из пунктов, что жены погибших участников СВО могут поступать в вузы без экзаменов и на бюджетной основе. Отдельно хочу также отметить одно из новшеств. Это поступающие после окончания СПО. То есть закончил молодой человек колледж. Если раньше он мог поступать на любое направление, которое ему нравится, сейчас это направление ограничено прежде всего той специальностью, которую он получал в условиях колледжа. Но если он все-таки решил выбрать совершенно иную специальность, скажем, был физиком, а становится лириком, то он поступает на общих основаниях. И еще появился День тишины. Да, совершенно верно. Его называют, и, наверное, я думаю, родители задумываются, что такое День тишины. На самом деле это день, когда уже приемные комиссии не принимают никаких дополнительных изменений. В то же время абитуриент тоже не имеет права перекладывать документы из одной специальности на другую. Мы очень много говорим про нынешних выпускников. А что касается аспирантов, будущих кандидатов наук, вот для них есть ли какие-то нововведения в этом году? Республика Башкортостан получила бюджетные места на подготовку кадров высшей квалификации, то есть это аспирантура, гораздо больше, чем в прошлом году. Практически на 12% у нас количество мест увеличено. О чем это говорит? О том, что страна и в первую очередь тоже наш регион и наши вузы нуждаются в молодых кадрах, которые будут работать в наших вузах и научных организациях или пополнят исследовательские лаборатории крупных наших промышленных предприятий. Светлана Анатольевна, какие меры поддержки реализуются? Я могу отметить те гранты, те стипендии, которые будут получены нашими 100-бальниками. Хочу отметить особенно абитуриентов, тех, которые являются победителями и призерами всероссийских олимпиад. Это отдельная когорта абитуриентов, которые поступают тоже без экзаменов. И в завершении нашего интервью, что бы вы хотели пожелать абитуриентам, будущим студентам нашей республики? Вот какие наставления хотели бы дать им? Приемная кампания 2026 уже началась. И это радует. Я, как истинный патриот Республики Башкортостан и жители ее, я хотела бы пригласить именно наших абитуриентов в вузы республики, поскольку я сама выпускник Башкирского государственного университета, но я вижу, как изменился вуз за столько лет. И мы всегда ждем, когда наши выпускники завершат свое обучение и пополнят ряды наших организаций, предприятий, органов госвласти со своими новыми мыслями, новыми проектами. Светлана Анатольевна, благодарю вас за интересную и информативную беседу. Надеюсь, у наших абитуриентов все получится. Обязательно. Верим в это. Это была программа интервью Алия Эльтубаева. Всего доброго. В Уфе состоялась конференция регионального отделения «Единой России». В ходе мероприятия единороссы определили состав делегатов на предстоящий партийный съезд, который пройдет в Москве 28 июня. Там будет дан старт новой избирательной кампании в преддверии выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Секретарь регионального отделения партии Ради Хабиров отметил, что часть состава парламентариев, представляющих интересы жителей Башкортостана на федеральном уровне, изменится. Это нормальная практика. Также Ради Хабиров выразил благодарность всем действующим депутатам Государственной Думы России от нашей республики. Каждого из вас, я лично, и мы все вместе, мы вас благодарим. Никто не дал нам повод сомневаться в правильности выбора наших жителей. Никто не дал нам сомневаться из вас, что партия сделала выбор. Вы очень достойно прошли этот период. Каждому из вас огромное спасибо. Мы эту работу ценим, мы ее видим.
Я всегда говорил, что у вас помимо тех задач, вот то, что мы говорили, Башкир с папочкой, другие какие-то вещи, быть самим там авторами законопроектных инициатив, у вас главная задача страну удержать. Главная задача быть политическим каркасом. И в такой непростой период, когда Госдума практически там отвечала на вызовы времени, вы, кстати, в военный период Госдумы работали, поэтому очень ценю эту работу и каждого из вас благодарю. Поддержка участников специальной военной операции – приоритетная задача. Лозунг «Все для победы» объединил миллионы жителей Башкортостана, в том числе членов и сторонников партии. Волонтеры «Единой России» принимают участие в сборе гуманитарной помощи, оказывают помощь семьям, участникам СВО. Это наш долг, и мы должны его выполнить, подчеркнул Радик Хабиров. Также секретарь регионального отделения поблагодарил своих коллег за успешно проведенное предварительное голосование. В числе победителей внутрипартийной процедуры участники и ветераны боевых действий, которые смогут выдвинуть свои кандидатуры. Помимо депутатов Государственной Думы, также состоятся выборы народных избранников в городской совет Уфы. Я скрывать не буду, что мы видим в Государственной Думе, из числа участников специальной военной операции «Герой России» Чернавина Дениса Юрьевича. Он достойно прошел предварительное голосование, он уже активно занимается этой работой. И я думаю, что он будет представлять, и в том числе от сообщества ветеранов. Что касается Уфимского городского совета, мы тоже видим и ни одного участника специальной военной операции, у нас там ряд участников специальной военной операции, несколько человек будут представлены, поэтому эту работу тоже нам надо довести до конца и, соответственно, помочь им в их такой новой формировании и в новом становлении. Предварительное голосование прошло вроде удачно. И скажу за ветеранов, что «Единая Россия» помогает им адаптироваться, социализироваться. То есть для ветеранов очень важно, как раз таки, в частности для меня, как инвалида боевых действий. Я не отказался, потому что я там вижу себя, чтобы помогать не только жителям, но и таким же, как и я, участникам специальной военной операции. На конференции было отмечено, что по реализации народной программы и партийных проектов Башкирское региональное отделение всегда было на счету в Центральном исполкоме «Единой России». Эту же планку стоит удержать и даже приумножить после выборов. Башкортостан будет развивать сотрудничество с Танзанией. В Уфе прошла встреча главы республики с чрезвычайным и полномочным послом африканского государства в России Фредериком Ибрахимом Кибутой. На повестке развитие торговли, инвестиций, образования и гуманитарных связей. Радик Хабиров отметил, что наш регион заинтересован в сотрудничестве с африканскими странами и готов предложить продукцию своих предприятий. Он также сообщил о предварительных договоренностях о взаимодействии с танзанийской областью Аруша. Посол поблагодарил за внимание и подтвердил интерес к партнерству в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и образовании. Стороны обсудили совместные образовательные программы, в том числе с Башкирским аграрным университетом. К слову, в этом году исполнилось 65 лет дипломатических отношений России и Танзании. Нам очень важно выстраивать прямые отношения между регионами Российской Федерации и регионами Танзании. Мы уже проявляем определенный интерес есть для договоренности с областью Танзания-Аруша. И, уважаемый господин посол, хотел просить вас передать приглашение губернатору Амосу Габриэлю Макале посетить нашу республику. Окажем все необходимое содействие и будем с надеждой смотреть на наше будущее сотрудничество. В первую очередь я благодарен за возможность посетить Уфу, посетить Республику Башкортостан. За время моего визита мы уже узнали очень много о вашем регионе. Башкортостан и Танзания имеют огромный потенциал для взаимодействия в различных сферах, таких как управление, технологии, образование и, конечно же, туризм. Эти и другие вопросы посол Танзании обсудил также с деловым сообществом в республике. Встреча прошла в торгово-промышленной палате Башкортостана. В сотрудничестве с нашей страной африканское государство активно поставляет сельхозпродукцию. Так, компания «Иншу» импортирует в республику необжаренный кофе. В свою очередь, Танзания заинтересована в поставке из России удобрений, а также технологий и оборудования для добычи золота, графита и угля.
Африканской стороне доложили о готовности участия Технопрома в проектах по автоматизации производств на их территории и провели презентацию возможности Бурсервис по разработке газовых и угольных месторождений в Танзании. Также в ходе встречи было отмечено, что для жителей Башкортостана прямые рейсы в Танзанию станут доступны уже в июле. С 1 июля доля выдачи семейной ипотеки может сократиться вдвое. Ожидается рост процентной ставки и некоторые ограничения. Так, срок выдачи могут сократить в 2 раза до 15 лет. Ставка будет зависеть уже от количества детей. Чем их больше, тем выгоднее брать жилье. Точные параметры пока не определены, однако диапазон может вырасти до 12% годовых. А это существенный рост ежемесячного платежа. По мнению экспертов, количество людей, которые смогут позволить себе взять кредит в новых реалиях, будет меньше. А ведь сейчас на долю семейной ипотеки приходится около 70% всех сделок. Сокращение возможно вдвое на рынке первичной недвижимости. Что касается вторички, там из льготных программ доступна военная ипотека. И здесь риэлторы предостерегают, что по-прежнему сохраняются риски получить эффект Долиной, то есть купить жилье и затем его потерять из-за действий недобросовестного продавца. Здесь главная рекомендация – проводить более тщательные проверки, в том числе обращаться к профессионалам. Мы обеспечиваем клиентам гарантию покупки недвижимости на вторичном рынке. То есть это здесь обусловлено дополнительными проверками, усиленными. Также есть услуги страхования, про которые не все говорят на самом деле. То есть есть страхование, которое страхует от таких рисков. То есть это от банкротства, от нежелательных наследников. И если, например, продавец захочет оспорить эту сделку, либо вернуть деньги, то есть и будет признан, скажем так, психически недееспособным. В Салаватском районе установили памятник погибшей летчице Ксении Розановой. В октябре 1943 года в тех краях произошла авиакатастрофа. Самолет, перевозивший из Челябинска в Куйбышев военный груз, потерпел крушение на хребте Башташ. Долгие годы эта история была засекречена, и о ней знали лишь немногие местные жители. Но благодаря краеведам Башкортостана, Челябинской области и поисковика военнослужащего удалось узнать личность погибшего пилота, разыскать родственников и найти место падения в труднопроходимой местности северо-востока республики. Тему продолжит Даниил Байков. Сам корпус самолета состоял вот из таких труб. И за 80 лет вот дерево поглотила в себя остатки самолета. А еще куски алюминия и сгнившего металла, которые до сих пор остаются нетронутыми. 83 года назад здесь потерпел крушение тяжелый грузовой самолет Г-2 гражданской авиации. Из 5 человек на борту выжили 4. Девушка, второй пилот, погибла. По словам поисковиков, обломки самолета разлетелись на территории 50 метров. Участники экспедиции нашли остатки кабины, стекла и абразивных камней. То, что везли в составе груза летчики в Куйбышев, вероятно, на одно из оборонных предприятий. При этом дело об авиакатастрофе засекретили на 75 лет. В истории детально разбирался Дмитрий. В свободное от службы время мужчина занимается поисковыми работами. 3 года назад по линии Русского географического общества узнал о крушении самолета на границе Челябинской области и Башкортостана. Лично выезжал на экспедиции на хребет Башташ. Погодные условия были плохие. Ну и как там было написано, что экипаж тоже совершил ошибку. И самолет был сам по себе перегружен. И погодные условия были плохие. Это одни из факторов. Из 4 оставшихся в живых членов экипажа первый пилот был признан виновным. Его разжаловали до 2-го пилота. То есть я думал, что в 1943 году его расстреляли, так как он самолет погубил вместе с грузом. Но его просто-напросто разжаловали, он стал 2-м пилотом. Вот и все. Узнавал о месте падения машины и от старожилов. Говорит, без их подсказок найти точное расположение было бы сложно. Он за высокий ель был, наверное, хвостом зацепился и прямо в землю головой, верхом так он там на самой крутой, высоком месте там на горе. Местные жители, которые с детства помнят эти труднодоступные места, своими силами пробивали дорогу. Про самолет мы знаем с самого раннего детства. Учась в 5 классе, я 63-го года рождения, в 75 году
нам домой привезли фрагмент крыла данного самолета. Свой вклад в поисковые работы внесли краеведы Башкортостана и Челябинской области, которые тоже делились сведениями. Глубоко этой темой никто в районе не занимался. В 2023 году мне позвонил Дмитрий, спросил, что я знаю про эту историю. Точное место старожилы они знали, они сюда приходили, но почему-то они ограничивались, то есть они никому об этом дальше не рассказывали, то есть дальше изучением ничем они не занимались. Шла работа и с архивными документами. Благодаря запросам, поискам в соцсетях Дмитрий вышел на родственников погибшей летчицы Ксении Розановой. На момент гибели девушки исполнилось 25 лет. Известно, что она была уроженкой Тульской области, по характеру жизнерадостной и любила петь песни тех лет во время вылетов. Ее внучатая племянница Надежда Левцова, которая тоже побывала на месте гибели летчицы, до сих пор не верит в случившееся. О Ксении Розановой знала только по рассказам бабушки. Хочется ко всему прикоснуться. Хочется просто всем сказать такое спасибо, что мы ехали сейчас за 3-9 земель, как будто бы. И для нас это такое событие организовали всем родственникам. Передадим, расскажем. Желаю каждому человеку найти своих предков и прикоснуться к тем местам, где касались наши предки. Это нужно на себе прочувствовать. И никогда не сдаваться, и стремиться ставить цель и всегда достигать ее, не бросать на полпути. Теперь на месте безымянной могилы летчицы в селе Мурсалимкино появился памятник с ее фотопортретом, сделанным в начале войны. На его установку собирали деньги всем миром. Не только местные жители, но и люди из разных уголков страны. Остались живы все, кроме Ксении Васильевны. Она умерла от разрыва сердца. Но вообще и родственники рассказывают, она была действительно святым человеком, потому что как Божий промысел все получалось. Мы еще закрыли одно белое пятно Великой Отечественной войны. Это самое главное. У историков работа не заканчивается. Они планируют узнать пошагово причины гибели 45 красногвардейцев Мурсалимкино в годы гражданской войны. Даниил Байков, Роберт Давлетбердин, Марат Хамитов. Итоги недели. Турбо-Нива и вездеход-амфибия. Башкирские кулибины кардинально меняют технические характеристики российского внедорожника. Если в первом случае заметно снижается расход топлива, при этом увеличивается крутящий момент, то во втором автомобиль преодолевает не только бездорожье, но и водные преграды. В гостях у инженеров-конструкторов побывал наш корреспондент Азат Садриев. Он пишет: зимой я ему делал 2 способами. 7,5, летом 7. О таком расходе топлива на 100 километров владельцы внедорожников Нива могут только мечтать. Ровно до встречи с Фарвазом Мунировым. Ремонтом автомобилей он занимается уже полвека, а в 2010 году изобрел экономайзер, который позволяет экономить бензин, при этом добавляя лошадиных сил мотору. Кольцо ставил. Она, когда дроссельная заслонка начинает открываться, ударяется об нее, центр направляется, сюда ударяется центр. И такой крученный воздух заходит, хорошее смесеобразование получается. И нанопорошок, это масло, трение уменьшается и компрессия повышается. За счет этих 2 факторов Нива, если расход был 10, становится 7. На своей «Ладе Гранте» Фарваз Мунирович добился еще более внушительных результатов. 4,4 литра бензина на 100 километров. Инженер доработал свой экономайзер, и теперь его можно установить абсолютно на любое транспортное средство. Седаны, паркетники, элитные иномарки и даже автобусы. Цена вопроса всего 10 тысяч рублей. У таксистов окупается за пару месяцев. Несколько лет назад разработкой башкирского конструктора заинтересовались в соседнем регионе. Подходит ко мне Сергей Васильевич Майоров, а он президент машиностроительного кластера Татарстана. Он говорит: оставайтесь, говорит, у нас, поможем. Я говорю: нет. А что?
Я говорю, я башкир, хочу, чтобы на родине была. С момента создания устройства Фарваз Муниров установил свой экономайзер в более чем 1000 автомобилях. И ни одного возврата, а лишь благодарность от владельцев. Несколько экземпляров даже отправил в зону СВО с инструкцией по монтажу. Сейчас инженер-механик планирует запатентовать изобретение и внедрить его в производство. Легенду российского автопрома превратил в нечто большее и другой башкирский Кулибин. В этом Аполлоне уже невозможно узнать обычную трехдверную Ниву. Российский внедорожник в честь древнегреческого бога изобретатель назвал из-за его мощи, размеров и неповторимости. О таком он мечтал с тех пор, как в детстве с отцом застрял в грязи на обычной машине. Тогда пообещал сам себе, что со своим сыном он доедет туда, куда захочет. А рыбачить охота жил, как же, ты же рыбак. Проехал туда, где нету народу, а где народ-то там и рыбы нет уже. И вот давай думать, чтобы сделать такое, чтобы быть хитрее всех и залезть дальше всех. Ну вот так родилась идея переделать на базе Ниву вездеход. Ну, естественно, плавающий, как говорится, вся рыба на той стороне стоит. И чтобы до нее добраться, каркас Аполлона изобретатель сделал из непотопляемого понтона, в который вкачал десятки флаконов монтажной пены. А чтобы облегчить массу, собрал кузов из нержавеющей стали, используя самодельный листогиб и простую сварку. Работа над проектом велась 9 месяцев. На воде он его уже успешно испытал и успокоил нас перед очередным заплывом. Не думать, что утонешь. Это вам не «Титаник». Если по грунтовой дороге автомобиль можно разогнать до 90 километров, то по воде ход ограничен 10 километрами в час. И этого вполне достаточно. В движение амфибию приводит винт, который вращается со скоростью до 4000 оборотов в минуту. Именно это решение стало ключевым для всего проекта. Плавали тут с мужиками, 4 человека сели, прекрасно идет, прекрасно чувствует, никто не трясется, не боится, уверен, плывет. Он очень хорош на килибаторость, он не опрокидывается. То есть, если вот есть другие вездеходы такие, да, вот промышленные, я не буду называть всякие фирмы, но они легко переворачиваются, которые плавают только за счет колес. Потому что они вот так качаются и легко переворачиваются. И они еще плохо плывут, потому что нет винта. А вот большой плюс, что есть винт, он уверенно плывет, уверенно переплывает речку, даже с хорошим течением. Правда, по дорогам общего пользования ездить на нем пока нельзя. Амфибию перемещают в прицепе или на жесткой сцепке. Чтобы получить госномера, изобретатели готовятся сертифицировать свой автомобиль. За все время дуванский Кулибин собрал 4 болтохода, однако именно Аполлон оказался самой удачной моделью, поэтому именно его Вадим Корягин со временем планирует запустить в серийное производство. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галябов и Виктор Демидов. Итоги недели. У меня на этом все. Далее авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафуддинова, в которой он подведет итоги недели и расскажет о ключевых событиях через призму своего мировосприятия. Ну а я с вами прощаюсь. Смотрите БСТ и не переключайтесь. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафуддинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». На этой неделе состоялся масштабный медиафорум республики «Медиаин-2026». Государственные средства массовой информации нашего 4-миллионного многонационального региона – это большое хозяйство в целом. Печатные и электронные СМИ, телевидение, муниципальные издания, пресс-службы разнокалиберных органов власти и предприятий с госучастием. И вся эта большая армия журналистов, редакторов, телевизионщиков держит сегодня информационный фронт, который без линии фронта и который проходит через головы и души людей. Идет гибридная информационная война, противник жесток и коварен. А на войне, как на войне, слова приравнены к патронам. Это война не только беспилотников, ракет и пулеметов, но и смыслов, идей и интерпретаций. Пресса, или четвертая власть, как раньше ее называли, сегодня стоит перед серьезными вызовами и достойно несет большой груз задач и ответственности. Собрать в одном месте всех, кто формирует смыслы и общественное мнение, дело непростое. Но где еще редактор условной районной газеты из Аскина или Акьяра услышит вживую, что от него ждет власть, причем в первом лице, и сам сможет донести до власти вопросы и заботы свои и своего читателя, из своего города или села. Надо отдать должное Ради Хабирову. Он нашел время и нужные слова для того, чтобы сказать журналистам спасибо за их непростой труд в непростых условиях.
за то, что все они держат строй и делают все для победы. Все для победы. У медиафорума такой же девиз, как и послание Ради Хабирова в этом году. Речь его на медиафоруме стала импровизацией. Написанный заранее доклад Ради Фаритович убрал в сторону. Но было видно, что все слова глубоко изнутри, давно продуманы и осмыслены. И главный посыл обращения Хабирова к журналистам, как к соратникам: мы вместе сможем, выдержим, победим. Если отложим в сторону все второстепенное, фальшивое и ненастоящее, время затянуть пояса и каждому держать свой фронт, рубеж и марку. Все для фронта, все для победы, от которой во многом зависит, как мы будем жить дальше и смотреть в глаза друг другу. Не должно быть иллюзий, что можно переключиться на другие вещи. За нас это никто не сделает. Само это не пройдет и не закончится. Если вы отвернулись от родной страны, ее насущных вопросов, делаете вид, что вас происходящее вокруг не касается, то вы уже стали жертвой этой информационной войны. В вас уже попали ядовитые семена сомнения и страха. Главное, чего каждый зритель или читатель ждут от медиасообщества, это достоверность, ответственность, объективность. Если есть проблемы, надо о ней говорить, разбираться предметно, без критиканства и хайпа. За печатные слова надо отвечать, ну а за непечатные спрос вдвойне. Не надо испытывать иллюзий. За каждым из нас идет охота. Башкортостан, как многонациональный регион, который принимает самое активное участие в специальной военной операции на фронте и в тылу, находится в перекрестье информационных атак врага. Сохранение единства, стабильности и общественно-политического баланса сегодня это наше все, без преувеличения. И у нас это получается. Когда мы едины, мы непобедимы. Это красная линия, черта, за которой нас ждет крах раздрая и хаоса. И противник это прекрасно понимает. Если манипуляторы и иноагенты за рубежом и их приспешники здесь предлагают вам выйти на митинг якобы за экологию или настрочить комментарий, что одна нация лучше всех остальных, это враг. Посты и видосы с фейками и вбросами в соцсетях – это те же самые ударные вражеские беспилотники, только информационные. Они летят в нашу сторону роем, тысячами. Мы работаем по ним из всех медиастволов, мы их сбиваем, но иногда они достигают своей цели. Но в наше пороховое время вся сила в правде. За кем правда, тот и сильней. А правда, она за нами. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». С Днем медицинского работника нас всех. Дай Бог здоровья врачам и их пациентам. Бывает, мы ворчим и чем-то недовольны. Такой уж у нас менталитет. Но для того, чтобы реально осознать уровень оказания медицинской помощи и здравоохранения в Башкирии, не дай Бог вам попасть в больницу в другом регионе. И вот тогда вы почувствуете разницу. Не дай Бог, конечно, но все познается в сравнении. Что имеем, не ценим. Так часто бывает. И это не только про медицину. Берегите себя и своих близких, не болейте. Все будет хорошо.